В нашей студии представители учителя российско-таджикской школы, и они вам сейчас будут подробно рассказывать о своих достижениях, как они подняли школу с нуля. Здравствуйте, спасибо, что пришли на нашу программу, за участие. В этом году долгожданным событием для нашей страны в городе Худжаде именно было открытие школы российско-таджикской школы имени Антона Павловича Чехова. Расскажите, пожалуйста, с какими трудностями вы сталкивались? Скажите, с чего все началось? Какие этапы проходили? Да, у нас действительно это было для нашего города, для нашей страны долгожданным событием, потому что о российско-таджикских школах говорила вся страна. И когда я тоже услышала в начале года, что откроют школу, я не знала, что такого масштаба большого она будет. Да? И именно в августе, когда была действительно летняя жара, нас пригласили в эту школу сотрудничать, далее потом пригласили работать, набирать педагогический коллектив. И мы все делали как-то на автомате, сами не понимая, да, что это за такой огромный проект. Потому что действительно в этот российско-таджикский проект вложено очень много сил. И именно в августе, вот как один наш уже в процессе работы, да, один наш коллега сказал, что для нас школа это как бы было космосом. Почему космос? Потому что это было все какое-то, знаете, незнакомое, да, состав педагогический, когда мы набирали, да, все понимали, что это школа, но они пока еще не могли понять, какой это будет школа российско-таджикская, да, по какой программе ученики будут учиться, да. И мы, именно смельчаки, те, кто не побоялся, пришли в эту школу, да. Действительно, состав педагогический, который сейчас там работает, одни из самых лучших преподавателей области. Конечно же, было много желающих, и мы выбрали туда самых лучших, самых сильных, которые знают и русский язык, и знают свои предметы прекрасно. Да? И в данное время сейчас они работают, стараются. И 1 сентября у нас было открытие школы. 2 президента открыли российско-таджикскую школу. Уважаемый президент, лидер нации Эмомали Рахмон и уважаемый Владимир Владимирович Путин открыли при участии гостей. У нас в нашей школе в этот день были наши гости. Это председатель области, уважаемый Раджабой Ахмадзода. Также был генеральный консул Российской Федерации в городе Худжанде, и Департамент образования Сагдийской области и города Худжанда. Проект школы предусматривает, во-первых, очень полновесные лаборатории. Кабинеты физики, кабинеты химии будут оборудованы сверхсовременным лабораторным оборудованием. Прекрасные спортивные залы. Они сейчас у нас открылись, но не совсем они у нас, конечно, еще в том виде, в каком должны быть, потому что комплектация школы совершенно серьезная. Это и площадки вокруг школы, достаточно большое пространство, там тоже будет использоваться в учебных целях, да, но на сегодняшний день нужно сказать, что у нас ФГОС, Федеральный государственный образовательный стандарт, он подразумевает 3 группы результатов. Это личностные результаты, метапредметные и предметные. Предметные результаты мы достигаем, да, занимаясь урочной деятельностью, а метапредметные результаты это мы отслеживаем, да, именно в разрезе проектной деятельности. На сегодняшний день у нас 5-й В-класс, он реализует какой проект? Благоустройство пришкольной территории. Ребята будут сейчас в январе высаживать луковицы тюльпанов. Да, это их будет проект. Марина Леонидовна, сейчас, наверное, свой проект тоже представит. То есть у нас, понимаете, такая гармоничная деятельность. Единственное, нам дня не хватает, чтобы наши планы реализовать. И, конечно, сил всем, сил детям, чтобы выдержать нашу работу, и нам тоже сил, потому что оно есть. Марина Леонидовна, ваш проект какой будет?
Ландшафтный дизайн. Мы будем ставить на территории школы фигуры, гибеоны будем делать с детьми. Группа уже детей набрана. Социальный проект, я думаю, будет очень интересный. Это первый, я думаю, проект в вашем здесь, вот в вашем городе. Такого в вашем городе еще никто не делал, этого нет. Вот. Но самое интересное, знаете, самое интересное заключается в том, что дети на сегодняшний день, они приходят не только получать знания, но и остаться после уроков для того, чтобы участвовать в жизни школы. На сегодняшний день вот эта грань, когда образовательное учреждение стало домом, она у нас вот как раз преодолена, вот эта вот планка. И это было самое главное, я считаю, потому что ребенок, если идет в школу как к себе домой, он сможет реализовать себя полностью. Расскажите про будние дни школы, коллектив учителей, учеников, этапы ваших знакомств, как это проходило все? Две культуры представлены, да, вот именно членами педагогического коллектива. Есть специалисты, которые приехали из России, вот, но большинство специалистов, прекрасных специалистов, которые пришли к нам работать именно будучи гражданами Республики Таджикистан. Здесь что нужно сказать, что мы работаем все с большим интересом. И никто не сожалеет о том, что вот случилось так, что мы все собрались. Каждый из нас ценит вот такую возможность проявить себя действительно в таком очень большом деле, потому что школа у нас уникальная. Вот. Но об уникальности я, может быть, чуть дальше скажу. Но коллектив еще и наш сплотился. Почему? Дело в том, что вот методологическую основу разрабатывает для школы Алтайский педагогический университет. И организованы были курсы для всех абсолютно учителей, и не только учителей, учили и администрацию, да. Вот. И вот эти поездки в Душанбе, да, методические семинары в школе, педагогические советы, они, конечно, объединяют нас, потому что это большая, серьезная работа всего педагогического коллектива. Вот. И все мы растем в этом деле. Здесь нужно сказать, что наша школа – это точка роста для всех. И для детей, и для учителей, и для родителей. Абсолютно для всех, потому что заявлен высокий межгосударственный уровень. Поэтому здесь нужно сказать, что, конечно, педагогический коллектив представляет собой такую большую силу, и эта сила просто есть в коллективе. Вот у нас есть внеурочная деятельность, социальное проектирование. И 2 класса уже, 7 В, 7 Г, создали свой проект и реализовали его. Они посетили дом престарелых в городе Худжанде, да, подготовили концертные номера, сами своими руками создали подарки. И в рамках этого проекта, именно в определенную дату, уже было это вот в начале 2-й четверти, посетили, выступили, увидели благодарные лица тех, кто там живет. Им очень понравилось. Они вот благодаря этим впечатлениям, да, они подошли опять с предложением, что они опять хотят создать проект, только в другом направлении, уже тоже посетить дома, где уже живут дети, да, из малообеспеченных семей. Также у нас в начале октября был День пожилых людей, и именно в этот день ученики 5 класса, 6 класса точно так же в этот день подготовили свои номера, тоже посетили дом престарелых. И вот наши детки, вот, когда посетили, со слезами на глазах, были и рады, и впечатлены тем, что как их принимают те, кто живет именно в этих домах, потому что они были рады видеть их, они как своих любимых внуков как бы отнеслись как своим любимым внукам, и дети, именно это общение играет очень важную роль для детей. Они в них воспитывается чувство уважения, чувство, да, уважения к старшим, уважение к пожилым людям, да, ну и толерантность. Да. Вот.
Ну, здесь немножко нужно добавить, что вот у нас тоже, опять же, 5 В-класс, у них как раз проект, он в двух направлениях. Они ребята также навестили людей, которые испытывают материальные трудности. И здесь нужно сказать, что, конечно, вот меня восхитила поддержка родителей. Очень много было собрано продуктов, предметов там домашнего обихода, бытовой химии, развозили людям, которые нуждаются, да, вот. Но родители большие молодцы. Огромная человеческая благодарность вот за такую отзывчивость. Вот у вашей страны есть будущее, потому что у вас воспитание в семьях стоит на высоком уровне. Это вот традиция, сохранение национальной культуры. Но, в общем, вот это, наверное, самый высший результат, какой мы здесь видим, вот нашего познания вашей страны. Российская образовательная программа для учеников это было что-то новое, потому что они раньше учились в нашей школе имени, а это новая программа. Расскажите, пожалуйста, с какими трудностями они сталкивались, их родители, что было? Расскажите подробнее. У школы определено содержание федеральным государственным образовательным стандартом Российской Федерации. Но, как я только что уже сказала, школа у нас уникальная. Помимо того плана, который является, вернее, реализация тех предметов, которые являются обязательными, да, в России, у нас здесь есть еще и те предметы, которые являются, вот, собственно, предметами Республики Таджикистан. Государственный язык Республики Таджикистан, история таджикского народа, география таджикского народа. Дети активно изучают все науки в полном объеме. Дело в том, что ФГОС реализуется в нескольких направлениях. Первый – это урочная деятельность, реализуется план урочной деятельности. Это серьезные базовые знания, это развитие компетентности, да. Но также в школе реализуется еще план внеурочной деятельности. Это интересные курсы или клубы, их можно назвать. Да. Но вот по мере того, как школа наша уже достроится, у нас появятся другие совершенно еще возможности для реализации клубов. Но то, что происходит в нашей школе, вот я вижу, как заместитель директора школы, да, по учебно-воспитательной работе, детям это нужно, детям интересно. Дело в том, что также еще и проходит социализация, да, вот через воспитательную работу. Шайра Абдуганиевна у нас возглавляет это направление, да, много хороших мероприятий проходит. Далее вот по сложностям. Вот вы знаете, дело в том, что дети, с которыми мы работаем в нашей уникальной школе, они тоже уникальные, потому что они являются билингвами, да, рождены в Таджикистане, обучаются на русском языке, но помимо этого еще и изучают английский язык, еще и дополнительно, я знаю, в языковых школах учатся, да, потому что здесь сказать, эти дети, они совершенно другие, у них другое качество жизни, потому что каждый язык является собой определенную систему мышления. Так вот, у наших детей, у детей, которые учатся в нашей школе, конечно же, совершенно другая картина мира, она богаче. Вот. И что здесь сказать? Здесь мы работаем в таком направлении, чтобы действительно им было хорошо в нашем доме. Ну, а у родителей какие сложности? В одном вопросе здесь достаточно много, да, заявлено. У родителей какие сложности? Ну, родителям только, конечно, поддерживать. Потому что только в согласии друг с другом, в согласии нашего педагогического коллектива, наших детей, наших родителей, мы можем добиться тех результатов, которые мы ставим перед собой. Это, в общем-то, ну а работаем с чем? Мы обеспечиваем будущее мира, потому что наши дети – это наше будущее. Поэтому занимаемся мы все благодатным делом. Мы, представители педагогического коллектива и родители, вот, и мы с радостью работаем, я хочу сказать. В нашей школе мы работаем с радостью. А приехать в Таджикистан, начать новую жизнь, начать новую работу в другом городе, как это все было? Как вы восприняли наш город? Было ли рискованно для вас? Ну, конечно, было рискованно. Конечно, оставить в России все, что у тебя есть, приехать в абсолютно незнакомую страну, конечно, было рискованно. Самое, наверное, сложное было не то, куда ты попадаешь, знали, что едем в школу, в новую школу, а именно какой сложится педагогический коллектив. Потому что именно педагогический коллектив дает вот тот заряд, который помогает детям более-менее адаптироваться в школе. Коллектив у нас хороший.
нам повезло. У нас очень хороший коллектив, у нас очень креативные педагоги, классные руководители. На сегодняшний день очень гармонично отношение и педагога, и ученика. Есть много мероприятий, а именно каждую неделю проходят у нас какие-либо мероприятия, которые показывают, что и дети, и учителя находятся в одном тандеме. В нашем коллективе на данный момент работают преподаватели из всей России, из разных регионов Российской Федерации. Есть учитель географии Ашиева Мадина Матвеевна из Северной Осетии. Замечательный человек, отличный педагог. Есть преподаватели из других уголков России. Вот Елена Владимировна у нас из город Новосибирск. Да. Город Новосибирск. У нас Лариса Анатольевна, представитель Южного Урала. Вот, Марина Леонидовна Кемерова, вот, Сибирь. Ну, в основном, видите, сибирячки, да, большей частью сибирячки представлены. Да, нас не так много на самом деле, да, но вот что здесь сказать по поводу нашего пребывания в городе. Но ваш город очень тепло нас принял, действительно. Прекрасный, изумительный, уютный город. К сожалению, нет времени у нас знакомиться. Это наша реальность такая, да. Вот. Но нам нравится здесь все. На самом деле нас приняли хорошо, да, это касается всего, и отношения к нам, и вашей природы, она, конечно, теплом нас обогревает, зима немножко нас пугает, потому что нам теплее на родине. В домах у нас не очень тепло, да, в Сибири теплее. Легче выходить на улицу, будучи в Сибири, нежели в Худжанте. Но, тем не менее, да, у вас великолепная кухня. И, конечно, у вас такие возможности, фрукты свежие в течение вот такого долгого времени. Конечно, мы очень много обрели. Это такой прекрасный человеческий опыт, который, ну вот нам повезло. Да. Ну, что вы хотите добавить? Да, открытые люди. Открытые люди. Это мы наблюдаем не только в общении, в коллективе, да. У нас очень прекрасный коллектив, замечательный. Но и вы знаете, самое, наверное, что важно именно для школы, это что сами родители принимают непосредственное участие в жизни школы детей, вот в школьной жизни своих детей. Это сказывается не только тогда, когда они помогают рисовать в альбомах своим детям или помогают с домашним заданием. Это еще сказывается, конечно, в мероприятиях, потому что именно от родителей зависит, насколько еще подготовят своего ребенка вместе с нами, с педагогами, для участия в том или ином каком-то вот мероприятии. Даже тот же самый конкурс. Не может работать один педагог, мы должны это с вами понимать. И здесь непосредственное участие самих родителей должно быть. Город у вас замечательный. Школа поднималась, и с вашей помощью вам, учителям, приходилось все создавать с нуля. Расскажите на сегодня, вы довольны вашим результатом? Ну, здесь вот, понимаете, я думаю, что быть довольным, вот я считаю, что это не нормальность вообще, да. Мы находимся только в самом начале пути. Я считаю, что на сегодняшний день интерес только один, результат только один, это интерес детей к учебе. Вот если они хотят идти в школу, если они не хотят уходить из школы, вот это уже результат нашего, в нашей вкладываемости в то, что мы называем школа. Потому что, конечно, мы все живем вот в таком состоянии. Школа – это вся наша жизнь сейчас. Это не касается только нас. Вот мы представляем, да, педагогический коллектив сегодня. И, конечно, вот судьба всем нам дала совершенно особое вот такое испытание новой школы. Да, я хотела бы добавить, мы действительно начали с нуля. Ничего не было, да, в этой школе. И в настоящее время школа сейчас строится. Часть школы, где детям запрещено пока идти, потому что там еще идут монтажные работы. Еще в наших кабинетах нет мебели, да, потому что еще в процессе все. Но есть сам процесс обучения, сам процесс воспитания. Есть у нас для детей с 1 сентября уже были обеспечены партами, стульями, учебниками бесплатными,
да, и этот процесс начался бурный, участие в разных конкурсах, мероприятиях, открытые уроки, несмотря на то, что еще в нашей школе, да, еще наша школа не укомплектована, да, еще мебель там собирается, да, школа достраивается, но этот процесс сейчас идет, и действительно с нуля начинать, оказывается, это очень интересно и детям, потому что дети пришли в новую школу с новой программой, и учителям, которые с удовольствием проходят повышение квалификации, проходят курсы переподготовки специалистов, да, и с интересом проводят свои занятия, уроки и действительно дают результаты, потому что у нас по сей день школы, ученики участвовали в разных олимпиадах и международного уровня, и городского уровня, да, и всероссийского уровня. Расскажите, пожалуйста, а какие впечатления у вас от наших детишек? Они какие оценки получают? Есть ли двойки, пятерки? Отметки есть все. Ну и, наверное, мы все-таки будем поддерживать психологическую школу мировую. Психологи говорят, что отметки должны быть разные. Но здесь могу сказать, как учитель русской языка и литературы, что иногда приходится ставить неудовлетворительную отметку не потому, что ребенок глупый, а потому что недисциплинированный, вовремя что-то не сделал, не предоставил. Да, поэтому здесь нужно сказать, что да, это наше общее впечатление, что мы рады встрече с такими детьми. Дети действительно очень хорошие. Хочу дополнить. Вы знаете, на самом деле дети очень быстро принимают информацию. Это, конечно, удивительно. Гениальная память у детей. С удовольствием впитывают все те знания, которые им даются. В частности, я преподаватель изобразительного искусства. У нас сложная программа, потому что это и макетирование, это и архитектура, это и дизайн, это и натюрморты со всеми их нюансами. Поэтому дети, конечно, стараются, это нужно отметить. Но оценки, да, как сказала Владимировна, оценки, конечно, разные, потому что не может быть двух одинаковых детей. И дети все индивидуальные, интересные. Расскажите, пожалуйста, о ваших планах. Высоты какие для нас могут быть определены? Это, конечно же, реализация желаний наших учащихся. Да, то есть мы должны создать условия, чтобы наши дети чувствовали себя в жизни уверенно, чтобы они учились хорошо, чтобы они участвовали в различных конкурсах. Но план у нас какой сейчас? Да, нам необходимо разработать программу развития школы. Сейчас, когда мы понимаем, уже действительно сказали, да, школа действительно с нуля создается, и сейчас она на самом деле, она только начинает жить, да, и, конечно, наше даже название, у нас школа с углубленным изучением некоторых предметов. И сегодня как раз мы, уже разрабатывая программу развития школы, и закладываем, какие предметы, как, да, поэтому здесь сейчас мы, да, ставим для себя именно изучение ситуации, в которой находится школа, для того, чтобы составить, да, план развития. У нас это обязательно в России, да, что у каждой школы обязательно должна быть программа развития на 3-5 лет. Да, Но сама по себе школа наша грандиозна. Сама по себе грандиозна, и по задумке правительств двух стран, конечно, и по своему проекту, и по качеству детей. И в преддверии Нового года мы, коллектив российско-таджикской школы имени Антона Павловича Чехова в городе Худжанде, хотим пожелать всем, чтобы мечты сбывались, чтобы Новый год начался с чего-то нового, интересного, чтобы у каждого из нас было крепкое здоровье, благополучие в семье, спокойствие на душе и удачи во всем. Что ж, всем благополучия, благодати в наступающем году, да, чтобы была радость в каждом дне, чтобы все жили в согласии, и всем мирного неба, всем мира. В преддверии Нового года хочу пожелать мира, здоровья, счастья, любви, благополучия. Пусть каждый день, прожитый в этом мире, будет наполнен любовью и добром. Пусть детки радуют. Пусть всегда будет мирное небо над вашими головами. Новых достижений, новых успехов и всего самого лучшего в новом году.